Здравствуйте, новости на канале НТС, в студии Джолдош Исаков. Начнем с дорожных происшествий. Страшная автоавария в Бомском ущелье унесла жизни 2 человек. ДТП случилось накануне вечером на 129-м километре автодороги Бишкек-Торугард. Очевидцы говорят, водитель легкового автомобиля марки Mazda, который ехал в сторону Бишкека, не справился с управлением и врезался в парапет. Водители и пассажиры других автомашин пытались спасти застрявших людей в искореженном авто. Однако от полученных травм один из них скончался на месте, второй по пути в больницу. Дорога в Бомском ущелье, как говорят водители, покрыта слоем льда, из-за чего на трассе сильно затруднено движение. На всех участках перевала наблюдаются заторы. Водители через соцсети призывают других водителей пока воздержаться от поездки. Не лучше и ситуация на горных перевалах трассы Бишкек-Ош. В Минтрансе накануне вечером сообщили, что из-за погодных условий временно закрыли пост Сосновка для проезда для всех видов транспорта. На перевале сильные заморозки, сильная метель. Транспортное ведомство также призывает водителей воздержаться от поездок по трассе. Об открытии автотрассы дорожники обещают сообщить заранее. В Баткене 2 действующих силовиков подозревают в заказном убийстве. Задержан начальник службы внутреннего расследования, а главу областного УБДД объявили в розыск. По некоторым сведениям, он сбежал в Таджикистан. Об этом сообщает агентство «Кактус» со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Как отмечается, установлено, что несколько лет назад начальник областного управления по обеспечению дорожной безопасности с помощью следователя ОВД, который сейчас является начальником СВР, заказал убийство бизнесмена одному из местных бандитов. Исполнитель преступления не смог довести дело до конца, и бизнесмен выжил. Киллер был осужден, затем освободился из тюрьмы, при этом не сдал заказчика. В прошлом году, после выхода из мест лишения свободы, он потребовал оплаты от заказчиков в лице 2 милиционеров. Последние первоначально давали понемногу денег, но в конце отказались от выплат. В связи с этим исполнитель преступления обратился с заявлением в прокуратуру на милиционеров, но дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Однако работники службы внутренних расследований МВД Кыргызстана провели оперативную работу, и при передаче 30 тысяч сомов был задержан инспектор УБДД. Он дал показания, что деньги поручил передать его начальник. Чекисты обнаружили схроны оружия и боеприпасов в Баткенской и Джалабадской областях. Как сообщается, 11 марта в Баткенском районе было найдено и изъято гладкоствольное ружье, 37 патронов разного калибра, также сверток с 250 граммами предположительно марихуаны. 13 марта в Базар-Кургунском районе Джалалабадской области сотрудниками ГКНБ были обнаружены и изъяты ручная граната F1, 2 гладкоствольных охотничьих ружья, 40 патронов разного калибра и нож. Чекисты теперь выясняют причастных лиц к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов. Власти Баткенской области дали пояснение относительно пропуска граждан и транспорта в узбекский анклав Сох. Полномочное представительство правительства Баткенской области заявило, что информация о предоставлении Кыргызстаном коридора в узбекский анклав Сох неверна. Как пояснили в пресс-службе полпредства, по итогам переговоров глав 2 республик была достигнута договоренность об открытии КПП Кайтпас в Кадамжайском районе Баткенской области, который был закрыт в связи с карантинными ограничениями с начала пандемии. Теперь же пропуск граждан Узбекистана через этот пункт пропуска возобновится, и осуществляться он будет по всем правилам пересечения государственной границы. Отмечается, что граждане соседней республики будут попадать на территорию Кыргызстана через КПП Кайтпас, после чего по нашей же территории будут добираться до КПП Этукчу, пройдя который они уже попадут на территорию Сохского района Узбекистана. Что же касается авиасообщения, то по данным пресс-службы полпредства, по маршруту, который будет связывать Сохский район с Узбекистаном, будут летать небольшие самолеты. В связи с этим руководство Баткенской области призвало граждан не проявлять необоснованное беспокойство и не создавать неверное общественное мнение. Ранее, отметим, на сайте президента был опубликован комментарий пресс-секретаря главы государства Галины Байтерек по итогам госвизита Садыра Джапарова в Узбекистан. В частности, там было отмечено, что Кыргызстан готов открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох. В свою очередь, узбекская сторона готова более не претендовать на спорную местность Унгурто.
Между тем, в таджикском городе Гулистон сегодня начинаются трехдневные переговоры по кыргызско-таджикской границе. Совместная группа по делимитации и демаркации отдельных участков кыргызско-таджикской границы приступает к очередному этапу работы. С кыргызстанской стороны ее возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, с таджикской – глава комитета госбезопасности Саймумин Етимов. Стороны намерены обсудить самые проблемные участки и решить вопросы по ним. Отмечается, что кроме обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ, главы спецслужб двух стран намерены также обсудить совместное противодействие современным вызовам и угрозам безопасности. Накануне в центре столицы прошли два митинга с разными призывами. В одной из акций против коррупции приняли участие около 20 человек. По словам организаторов, участники мероприятия собрались у здания железнодорожного вокзала в центре столицы и прошлись маршем по проспекту Эргендик до центральной площади Алато. Собравшиеся требовали искоренения коррупции в стране. На подходе к площади марширующих встретили сотрудники милиции и колонны проводили всех до флага. В это же время на площади Победы рядом проходил другой митинг, участники которого заявили, что выступают за скорейшее принятие законопроекта о финансировании НПО и НКО и сохранении кыргызских традиций. Знаете, этот марш против тех, кто хочет пустить тень на наши национальные духовные богатства. Вот мы говорим, что молодежь забывает свою историю, свои традиции. Но ведь в сохранении наших национальных ценностей огромная ответственность лежит и на нас. Также мы призываем, чтобы неправительственные организации вели свою работу в правильном русле. Да, есть НПО, которые помогают нам, строят школы, детсады, но есть те, кто ведет не совсем правильную политику. Духовное управление мусульман Кыргызстана озвучило примерную дату начала мусульманского поста Орозо. По предварительным данным, священный месяц Рамазан в этом году начнется либо с 13 либо 14 апреля. Окончательное решение будет принято после того, как священнослужители убедятся в правильном расположении Луны. Отметим, месяц Орозо является одним из 5 столпов ислама. В течение месяца мусульмане в дневное время от восхода до заката солнца отказываются от приема пищи и питья. Горящее чучело, очередь за блинами. В Бишкеке накануне отметили Масленицу. Гуляния прошли в нескольких частях Бишкека. Концертная программа сопровождалась песнями и танцами. Также собравшиеся смогли отведать блины. Отметим, что Масленицу в Бишкеке традиционно празднуют с размахом. Это традиционный славянский праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Масленица в народном календаре восточных славян маркирует границу зимы и весны. А гуляние и сжигание чучела означают прощание с зимой и торжественную встречу весны. Очень радостный праздник. Это встреча весны. Он всегда проходит перед Пасхой, перед Великим постом. Вот завтра уже начинается Великий пост перед Пасхой. А сегодня вот такое вот, это встреча весны. Это и освобождение от всех грехов. Это день прощения, когда каждый человек просит друг у друга прощения за все совершенное. На этом пока все. О развитии событий вы узнаете из наших следующих выпусков. Увидимся.